Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Олимпийская чемпионка Инна Дереглазова заняла второе место на чемпионате Европы по фехтованию в соревнованиях раперисток. Континентальное первенство проходит в немецком Дюссельдорфе. В финале турнира россиянка уступила итальянке Элизе Ди Франческе со счетом 8-15. Бронзовыми медалистками стали итальянка Аличия Вольпи и француженка Исаара Тибю. Серебро от Дереглазовой стало третьей наградой для сборной команды России на чемпионате Европы. В понедельник бронзовые медали завоевали саблистка Софья Великая и раперист Алексей Черемисинов. Программа индивидуальных соревнований чемпионата завершится сегодня. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в 1/16 финала турнира Мальорка Опен. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании. Россиянка одержала победу со счетом 7-6, 10-8, 6-0. Для российской теннисистки эта победа стала первой после того, как она пропустила 5 месяцев из-за травмы. Шарапова последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. В следующем круге 32-летняя Шарапова встретится с победительницей встречи между немецкой теннисисткой Ангелик Кербер, которая посеяна на турнире под первым номером, и бельгийской спортсменкой Исалин Бонавентюр. Женская сборная России по волейболу проиграла команде США со счетом 0-3 в 13-м матче предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла в Екатеринбурге. Ранее россиянки проиграли команде Италии и потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. Всего на текущем этапе Лиги наций сборная России проиграла 10 встреч при 3 победах. Российские волейболистки набрали 10 очков и располагаются на 14-м месте турнирной таблицы. Первую строчку занимает сборная Бразилии, в активе которой 31 очко. В следующем туре команда России сыграет против сборной Таиланда. Встреча состоится сегодня. Бразилянка Марта установила абсолютный рекорд по количеству забитых на чемпионатах мира голов в мужском и женском футболе. В матче группового этапа, проходящего во Франции чемпионата мира, 33-летняя футболистка реализовала пенальти в ворота сборной Италии на 74-й минуте. Для Марты этот мяч стал 17-м на мировых первенствах. Форвард Орландо Прайд превзошла достижение экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов на чемпионатах мира. Третье место в данном списке занимает бывший нападающий сборной Бразилии Рональдо, сумевший отличиться на мировых первенствах 15 раз. Двукратный победитель Евролиги, французский атакующий защитник Нандо Де Коло покинул ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Московского баскетбольного клуба. У 31-летнего баскетболиста истек срок контракта с клубом. Де Коло перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московской команды он провел 292 матча, в среднем набирая по 16,4 очка. В составе армейцев он стал 5-кратным чемпионом единой лиги ВТБ и двукратным победителем Евролиги. А в 2016 году он был признан лучшим игроком сезона финала 4, лучшим игроком единой лиги ВТБ, а также стал лучшим бомбардиром Евролиги. В Амге начались репетиционные мероприятия к 7-м спортивным играм народов Якутии. Репетиции идут на 3 площадках с 10 утра до 8 вечера. Напомним, что сами игры пройдут в Амге с 3 по 8 июля. Участниками старта станут около 3000 спортсменов, представляющие 39 сборных команд. Борьба за медали будет вестись в 16 видах спорта. Репетиции в разгаре. Все подготовлено, аппаратура на 3 площадках. Самое главное, стадион готов. И, конечно, сейчас немножко недобор в парнях, мужчинах. Но я надеюсь, что Амга подтянется и покажет, что в Амге тоже неплохо могут организовать такие спортивные игры. Один раз будет проходить в Амге, поэтому я всех призываю уже были участниками такого большого события. Это были новости спорта. Всего доброго.